Добрый вечер, меня зовут Джамиля Лисковская. Сегодня мы в штабе «Татар» узнаем, как наши мужчины готовятся к самому главному, к самому красивому празднику 8 марта. Привет, Привет, здравствуйте. как тебя зовут? Булат. Ну, рассказывай. Как я готовлюсь к 8 марта? Для меня как таковой подготовки не существует, потому что о 8 марта я помню весь год, и если какая-то удачная идея меня посещает, как можно было бы поздравить милых мне девушек, близких ко У тебя мне. много милых девушек? Да, много. Посмотрите, какой у нас Булат. Так, и какие же идеи посещали тебя раньше для твоих милых девушек? Ну, как минимум, можно там, например, маму поздравить, ну, помимо цветов, можно там на массаж отправить, ну, какие-то вопросы по здоровью решить, да, там, может, витамины подарить. Вот. Ну, Практично. в каждом случае это индивидуально бывает. А какие-то безумные романтичные поступки или подарки ты уже делал? Ну, можно там какую-нибудь экскурсию интересную, да, вот мы сейчас на Таганке находимся, да, и тут на Таганке есть бункер Сталина, да. Это потрясающее романтическое место. Я прошу это учесть в ваших каких-то мечтах, когда вы будете загадывать желания и своим мужчинам их тихонько на ушко шептать. Это бункер на Таганке. Спасибо, Булат. Да, расскажи, как ты поздравляешь своих женщин? Исключительно цветами, в первую очередь цветами. И Какими цветами? ландыши, розы, тюльпаны, что там. Ландыши? Где же ты ландыши берешь в это время? Ну, за деньги все можно взять. За деньги все можно взять. Такой лайфхак. И что же можно еще взять за деньги? Расскажи нам. А Самое необычное, что ты брал за деньги. необычного ничего не было, только вот материальное, что можно приобрести. Исключительно счастье, любовь, вот эти все моменты, конечно же, ты не купишь за деньги. Ты уверен? 100%. А за цветы? Тоже не купишь. Купишь только улыбку и шаг к счастью. Шаг к счастью. Посмотрите, какой у нас романтичный сегодня гость. Шаг к счастью через цветы. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Марат меня зовут. Марат. Что пожелаешь всем девушкам России на 8 марта? На 8 марта пожелаю всего доброго. Как известно, мы всей страной готовимся к предстоящему празднику. Какому? 8 марта. 8 марта. У вас есть кого поздравить? Конечно, есть и Елена. Но желаю всем счастья, здоровья, успехов, долголетия, здоровья. Вот, и собираться в татарском штабе. Здесь все вкусно, здорово, интересно. Вот, что могу пожелать. Вы вместе? Да, мы вместе, муж и жена. Муж и жена. Как вас зовут? Меня Лейля зовут. Ренат. Как здорово! Наконец-то у нас муж и жена, которые согласились еще дать интервью. Так, рассказывайте, какие у вас семейные традиции празднования 8 марта? Я обычно уезжаю на работу. Хорошо, что не на рыбалку. У нас просто такая работа, мы риэлторы. Наша работа зависит от желаний наших клиентов. Обычно в праздники и выходные у клиентов есть время, и поэтому они с нами ездят по офисам продаж и выбирают квартиры. А потом, Ну, что-то- мы вечером с женой, с детьми идем в ресторан. Ну, 8 марта. Семейный праздник. Замечательно. Что дарите жене? Что-нибудь интересное. Недвижимость он дарит обычно мне, да. Потому что мы думаем о своей старости, чтобы она была у нас обеспеченная, о детях. Думаем, чтобы дети были тоже с недвижимостью. А недвижимость на жену переписываете? По-разному. Ну, совместные. А как же кольца, бриллианты, духи, Да мы... путешествия? О, путешествия мы любим. Не, да, путешествовать мы Нет, любим. вот смотрите, путешествия ваши вдвоем это не считается, это не подарок. Это вы как бы самому себе сделали подарок и взяли с собой попутчицу. А так, чтобы жену отдельно отправить на Бали, на Мальдивы. А вдруг украдут жену, золото как. А она разве без меня поедет? Что вы пожелаете всем женщинам и замужним, и незамужним нашей великой страны? Я пожелаю всем женщинам здоровья, любви, исполнения всех желаний, В том числе недвижимость.
В том числе, да. Мирного неба над головой, да, потому что это сейчас важнее иногда. Что ты делаешь обычно на 8 марта? Пьешь правильный кофе? Конечно, каждое утро на 8 марта пьем правильный кофе. Он какой-то особенный, 8-мартовский или совершенно обычный, стандартный? Каждый день кофе особенный. У тебя есть женщины любимые, которых ты будешь поздравлять 8 марта? Да, конечно, у меня масса любимых женщин, и племянницы, и сестры, и мамуля любимая, и тети. У меня прям просто невообразимое количество. Как будешь их поздравлять? С правильным кофе. Ну, с правильным кофе это Правильным понятно, кофе. как нальешь, так и поедешь по кругу. Всем дашь отпить своего кофе? Конечно, запишу поздравительный ролик, поздравительное, полное любви, нежности, ласки, сообщения, обращения. У меня их просто очень много. Я уже даже сбил со счет, сколько у меня теть, родственниц. Что будешь желать? Любви, счастья, всех благ, земных, неземных, и любви столько, сколько звезд на небе. Вот до этого была недвижимость, вот это я понимаю подарки, а тут звезды на небе. Ну, денег нет, приходится желать звезд на небе. Как зовут? Рамиль. Рамиль. Как будете поздравлять свою любимую жену? Как буду поздравлять? Как обычно. Как обычно, это как? С толком, с расстановкой, со стихами, с цветами. И обязательно с подарком. Со стихами? Вы пишете Конечно. стихи? Нет, я не пишу стихи. Крадете чужие? Ну не краду, зачем? Заимствуете? Обязательно. И чьи же стихи заимствуете? Но пока еще не выбрал, у меня есть время. А был у вас когда-то какой-то сверхоригинальный подарок для своей жены? Нет, я, к сожалению, не оригинальный. Ну, хочется же женщинам иногда что-то такое, то, что никогда не было. Ну, вы мне подскажите. Ну, давайте подумаем. Давайте. Вот тут, кстати, Булат до вас сказал, что нужно подарить обязательно экскурсию в бункер. Представляете, Вы знаете, цветы. Я был там, да. Но не с супругой, а водил туда родителей. Мы с родителями там были. Вот, а представляете, супругу 8 марта с утра вы ей принесете букет тюльпанов, подарите какие-нибудь дорогие, потрясающе вкусные духи и такие, любимая, У меня а вопрос. теперь идем в А жена, бункер интересно, посмотрит, где будете вещать и транслировать? по всей стране. По всей стране, да? В прямом эфире? Мы обещаем, что ваша жена это обязательно увидит. Ну, хорошо. Дорогая моя супруга, любимая моя, поздравляю тебя сегодня с наступающим 8 марта. Мы тебя с сыном сильно любим, ценим, уважаем. Оставайся такой же прекрасной, доброй, красивой. Мы тебя сильно любим. Как мило. А что вы пожелаете всем девушкам страны? Здоровье превыше всего. Вот. Успехов. Я хочу, чтобы каждая женщина незамужняя нашла свою половинку, вот, была любима. А замужняя? А замужняя, наверное, укрепила, не зачем, имеющаяся уже любовь, да, хранила очаг семейный. У вас есть кого поздравить? Да, есть. И кто же Мужчин это? всегда есть. И кто же? Мама и жена. Мама и жена. Как жену зовут? Алина, А маму? Гузель. Так, и как будете поздравлять любимых женщин? Но утро начнем с цветами. В разных А кофе? регионах. Постель? Да. Может, чай? Ну, я не знаю, ну, как-то кофе романтичнее. Может быть, и Чай на начнем. каждый день. Ну, наверное, с кофе и с завтраком. И что же на завтрак будет на праздничный? А это посмотрим на настроение. Или на поведение? Что планируете подарить? Любовь свою. Понимание. А где у нас был человек, который сказал, за деньги там что-то можно? Что пожелаете девушкам в штабе, в Москве, в России? Желаю чаще улыбаться и быть добрыми. И мужчин всегда отпускать с мужчинами пить чай. Так теперь это называется, да? Чаепитие. Чаепитие, мы это запомним. Когда вы слышите, милые дамы, слово чаепитие, всегда будьте начеку, потому что никогда не стоит туда отпускать своих мужчин. Рустам Фаизович, мы всей страной готовимся к главному женскому празднику 8 марта.
Кого будете поздравлять в первую очередь вы? Я буду поздравлять членов своей семьи, и у меня есть еще одна семья. Это Это эксклюзив. наш штаб. И я даже не знаю, кто мне ближе и кого я больше люблю. Штаб девушек мы тоже очень любим. Кого-то побольше, кого-то поменьше. И так, когда кто-то пропадает надолго, мы начинаем скучать и беспокоиться. Куда же они делись? У нас в штабе удивительные девушки. И вот мы однажды пошли на концерт в концертный зал Москва. Сидели в буфете с ребятами. И я говорю: ребята, а там как раз такая лестница, и все поднимаются. Я говорю: ребята, вот угадайте, кто из девушек из штаба. И вы знаете, вон 2 идут, они из штаба. Вот 3 идут, они из штаба. И у нас из штаба девушки, они отличаются. Они отличаются походкой, взглядом, менталитетом. Самые замечательные, самые отзывчивые, самые симпатичные, самые умные – это девушки из штаба. Таких Рустем больше нет. Файзович, так надо их поздравить. Надо их поздравить. Девушки, вы у нас в мире самый миролюбивый народ. Я желаю вам счастья прежде всего. Вы знаете, я вам желаю любви. Вот ни в «Пятерочке», ни в «Седьмом континенте», нигде в магазине вам на весах любовь не взвесит. О любви можно мечтать, можно желать, можно хотеть, у Аллаха просить, и она к вам придет. И она придет неожиданно. И к этому надо быть готовым. И если к вам приходит любовь, вы начинаете думать: у меня еще ее будет в жизни много. На самом деле не так. Любви много не бывает. И часто она тоже не приходит. Когда она придет, вы, возможно, это не сразу поймете. А когда поймете, надо ее как-то ценить, крепко держать в руках и не отпускать. А в этот праздничный день мне бы хотелось пожелать теплого, весеннего солнышка, лучи которого развеет все невзгоды на вашем жизненном пути. Какие мудрые и красивые слова, Рустам Фаизович. Большое вам спасибо от меня и от лица всех девушек нашего штаба, и от лица всех девушек России, которые услышат эти слова и будут вам очень благодарны и признательны. Большое спасибо. Рустам, пожелай, пожалуйста, всем нашим женщинам. Самое главное, чтобы они были счастливы и каждый день просыпались с улыбкой, засыпали с улыбкой, чтобы их окружали любимые дети, мужья, братья, сестры. И в целом, чтобы весь мир им улыбался каждый день.